Когда Амина возвращалась в Мекку, по дороге заболела смертельной болезнью, и, достигнув места под названием Абуа, она, обессиленная, упала на землю и перед своей смертью обратилась со словами к пророку, алейхиссаляту вассалям, который сидел у ее изголовья и смотрел на нее глазами полными слез. «О мой сынок, я горжусь, что ты появился на свет через меня. Я оставила для этого мира самое лучшее, что есть в нем. Как я горжусь, что ты появился на свет посредством меня. Все мы умрем, и все мы расстанемся». С этими словами она покинула этот мир. В этот момент рядом с ним не было никого, кроме Умма Айман, чтобы помочь ему захоронить ее. Помогая друг другу, они вырыли могилу и захоронили ее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Умму Айман долго проплакали перед могилой Амины. И когда Умму Айман потянула пророка, алейхиссаляту вассалям, за собой, чтобы продолжить дальше путь, он вырвался из ее рук и вновь бросился к могиле мамы, обняв ее. «Умми, о моя мама! Умми, о моя мама!» После этого Умму Айман взяла его за руку и попросила пойти с собой. И достигли они Мекки. Когда дети, играющие на улице, говорили «Мама», из глаз его лились слезы. Когда дети звали отца, из глаз его лились слезы. Передается, что когда мать пророка, алейхиссаляту вассалям, покинула этот мир, заплакали все ангелы небесные. «О наш Господь, как же это удивительно! Он рос без отца, а теперь остался и без матери. Остался он без родителей». Тогда Аллах ответил ангелам: «О ангелы мои, я тот, кто любит его, я тот, кто оберегает его, и я тот, кто помогает ему. Это немыслимо, чтобы остался он без помощи моей. Я его покровитель, и я ему помогу». Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Разве мы не нашли тебя сиротой и не дали тебе приют?» Абдуль-Мутталиб воспитывал пророка, алейхиссаляту вассалям, 2 года в промежутке с 6 до 8 лет. У него было 10 сыновей, уже взрослых сыновей, один из которых умер. И вот у Абдуль-Мутталиба, дедушки пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, был матрас, который он всегда стелил рядом с Каабой и отдыхал там, сидя на нем. Однажды пророк, алейхиссаляту вассалям, присел возле дедушки на этот матрас. Увидев это, один из его дядей резким движением взял его и пересадил на другое место. В его глазах это было нарушением субординации, на что Абдуль-Мутталиб сделал замечание сыну и сказал ему: «Оставь». Он посадил пророка рядом, погладил рукой по спине и сказал: «Клянусь Аллахом, мне нравится все, что он делает, что бы он ни сделал».